Уважаемые товарищи, просьба придерживаться регламента, все-таки 5 минут, поскольку мы сильно выходим из графика. Слово предоставляется Коломойцу Михаилу Михайловичу, генерал-майору, члену Центрального комитета нашей партии. Подготовиться Селезневу Андрею Валерьевичу, город Красноярск. Дорогие товарищи, здравия желаем. Здравствуйте. Все дальше от нас уходят суровые и героические годы Великой Отечественной войны. Мне бы хотелось обратить внимание именно на этот момент, потому что следующий год – это год 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, а этот год, 14-й, 70 лет сталинских ударов, 10 сталинских ударов, в результате которых наша страна изгнала гитлеровцев с нашей земли, советской земли. К сожалению, эти мероприятия проводились очень плохо в нашей стране. Ведь основные удары были нанесены на территорию Украины 4 украинскими нашими фронтами. Но такая ситуация сложилась в Украине, что об этих ударах просто забыли. Пресса об этом очень мало говорила. Это очень трагично для нас. В настоящее время давно стоит вопрос о состоянии исторической памяти. Главное, как воспринимает 20 век, век довольно сложный и противоречивый, современная молодежь. И с каким историческим багажом она вольется в активную жизнь и деятельность по развитию и совершенствованию нашего общества. И что она по прошествии определенного времени сможет передать будущему своим поколениям. Безусловно, процесс это очень сложный, но история нашего Отечества все-таки одна. Незапамятные, почему это произошло? В незапамятные 90-е годы, если вы помните, появился довольно большой отряд различных псевдополитологов, под различным предлогом пробившихся в средства массовой информации и пытающихся всеми правдами и неправдами исказить нашу историю, режиссируемую Западом. Мы помним политику 3 Д. Деполитизация, департизация и деидеологизация. Наслаждаем прежде всего теми, кто жадно набросился к дележу и присвоению общественной собственности, созданной не одним поколением советских людей, под лозунгом пресловутой приватизации, короче говоря, вместе с мутной водой выплеснули ребенка. В то смутное время, товарищи, вопросы идеологического и нравственного воспитания были поставлены вне общего воспитания с учетом пресловутой провозглашенной Конституции Российской Федерации от 25 декабря 1993 года для всех граждан право на идеологическое многообразие, где, в частности, в статье 12 дословно говорится, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Вот этот парадокс привел к тому, что вся наша идеология была сведена на нет. Это было связано не только с реалиями социальной жизни, но прежде всего с утратой прежних духовных, патриотических и нравственных основ и ценностей воспитания, порожденной долгими годами идеологического многообразия. Образовалась идеологическая брешь, в которой протестуют фальсификаторы всех мастей, пытающиеся исказить и опорочить нашу историю, опираясь на отдельные ее сложные периоды, интерпретируя их искаженно в угоду Запада. В этом-то мне бы хотелось особенно подчеркнуть, дорогие товарищи, я почему хочу сократить, потому что Максим меня тут, товарищ Максим будет ругаться, что за много времени займет. Молодое поколение сегодня, как правило, не до конца глубоко осознает, что для нашей страны значила эта победа над фашизмом, какие муки и страдания пришлось перенести старшему поколению ради этой победы. И здесь следует особо подчеркнуть, что это не вина их, а беда всей системы нравственного и патриотического воспитания молодежи, сложившейся в последнее время и культивируемая в отдельных школах, средствах массовой информации, особенно на телевидении, в современных низкопробных фильмах, выступлениях ряда публичных деятелей, пытающихся исказить и сфальсифицировать причины войны, истоки и неприходящее значение героизма советских людей и нашей победы. Мне бы хотелось снова подчеркнуть, дорогие товарищи, что значение Великой Победы находится в прямом отношении к историческому действию. Как бы ни стала ситуация, то, что уничтожен Советский Союз. Но именно благодаря нашим солдатам, офицерам, нашей армии, Красной Армии, которая принесла на своих штыках победу в Европу, об этом пытаются замолчать, каким-то образом изменить общую ситуацию. Я видел учебник, который американцы подготовили для наших школ, наших российских школ. Значит, кто, может, учителя помнит, знают. 1,5 страницы на историю Великой Отечественной войны, 4,5 страницы это нормандская высадка американцев в Нормандии. Это же парадокс, дикость какая-то. Мне кажется, что мы должны поставить вопрос, чтобы крайне необходимо сегодня на каналах телевидения часто демонстрируют фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома. Там много фильмов «Обыкновенный фашизм». Но именно Михаила Рома.
чтобы пробудить жесточайшую ненависть к этой фашистской человеконенавистской идеологии. Дабы современные нео, всевозможных властей, особенно в Западной сегодня Украине, задумались, куда их втягивают псевдодемократы всевозможных властей. Мне бы хотелось об этом сказать, почему? Потому что мы идем к 70-летию товарищей Победы. И не просто мы должны вот покрасить там стены, навести порядок. И самое главное, это, во-первых, забота о ветеранах. Великий вот ушел генерал-лейтенант. Действительно, о них надо проявить максимальную заботу. И наша партия коммунистов должна поднять эту тему. Второе, это вот, я думаю, надо все-таки поднять вопрос о 13 статье Конституции, который уничтожил всю идеологию в нашей стране. И вопросы военно-патриотического воспитания молодежи. Это основа. Сегодня они молодежь, завтра они взрослые люди, послезавтра они будут воспитывать таким же образом новое поколение. Такова идеология, вернее, такова диалектика нашего развития. Спасибо, дорогие товарищи. Спасибо. Уважаемые товарищи, тут поступило предложение в президиум, чтобы все-таки наши уважаемые генералы приходили на пленум ЦК в форме. Это, наверное, хорошо украсит наше мероприятие. Если нет, заберите. Да. Если нет, заберите.